От потопа до пожара. В Коми проходят всероссийские учения МЧС. Их цель – проверить, готовы ли спасатели к паводку и пожароопасному сезону. На протяжении 3 дней специалисты МЧС должны пройти и огонь, и воду, и отработать различные сценарии ЧС. Сегодня в центре внимания сотрудников ведомства оказалась водная стихия. Кого спасали, расскажет Наталья Юрина. Это видео повергло в шок многих пользователей соцсетей. Москва, пруд-торфянка, маленькая собачка выбежала на лед и провалилась. Человек бросился на помощь. Тонкий лед не выдержал. Мужчина оказался в воде. Прохожие вызвали спасателей, но оказалось поздно. Спешащий на помощь к животному утонул. Подобные трагедии могут повториться в любом городе и районе. Тонкий лед интенсивно тает и не выдерживает веса людей. Печальную статистику этого года открыл Усть-Куломский район, где в начале марта утонул 2-летний ребенок. Еще одного взрослого ищут в Сыктывкаре. Во время паводка работы спасателям прибавляется. Только за последние 2 дня в республике закрылось 25 переправ. Специалисты ведомства работают на опережение. В рамках всероссийского командно-штабного учения отрабатывается каждая деталь. В период весеннего паводка возникают разнообразные ситуации. Каждый год мы не знаем, как. Паводок – это как беременная женщина. То гвозди подавай, то доски, то там где-то мешки для создания дамб, где-то, может быть, продукты питания и так далее. Тут разнообразный, широкий спектр всяких задач, которые возникают с паводком. На счету, как и в жизни, каждая минута от слаженной и оперативной работы зависит жизнь человека. Разрабатывают спасатели сразу несколько сценариев. Прямо сейчас за моей спиной сотрудники МЧС отрабатывают один из сценариев по спасению человека. По легенде, рыбак оказался на льду. Как отмечают специалисты спасательной службы, в зоне, где сейчас проходят учения, лед максимально небезопасен. Вызволяют спасатели пострадавшего на специальном плоту. Взобраться на безопасную платформу помогают 2 специалистов. Оказавшись на берегу, рыбака передают сотрудникам скорой помощи. Сколько пострадавшего? Переохлаждение, сознание. Руки, ноги. Вместо манекена люди. Статисты. Спланированные обстоятельства максимально приближены к реальным. На горизонте у противоположного берега тонет человек. Спасатели мчатся к нему на лодке, опережая течение. В период паводка возможна и ситуация другая. Помощь нужна проживающим в зоне затопления. Их необходимо доставить на берег. В качестве пострадавших – волонтеры, студенты. Для будущих специалистов по техносферной безопасности это отличная возможность увидеть, как надо работать. У нас спасали, потонули и там сказали, ребята, поможем, и вытащили и спасли. А это самый сложный сценарий. Машину и людей необходимо достать из водоема. Автомобиль на суше за считанные минуты. Теперь спасение пассажиров. В среднем во время учения у сотрудников МЧС на распил уходит около 20 минут. Многое зависит от автомобиля. По словам спасателей, легче распиливать иномарки. Машина фиксируется, осматриваются пострадавшие в первую очередь, оказывается им психологическая помощь. В дальнейшем получается резко разбивание стекол, проникновение одного человека, чтобы пострадавшему получить первую помощь необходимую. Ну и в случае этого получается резко автомобилей, чтобы был доступ к пострадавшему. И в итоге пострадавшего мы выносим и отдаем в бригаде скорой помощи. В реальной жизни, по словам спасателей, сложнее. Каждая ситуация требует подхода индивидуального. Работает вся территориальная подсистема РСЧС Республики Коми, все муниципальные образования. На местах также проводятся комплексные такие же учения с отработкой практических мероприятий по ликвидации. Сегодня у нас 2-й этап, это мы отрабатываем ликвидацию происшествий, связанных с прохождением паводка. Уже завтра сотрудники МЧС приступят к следующему этапу учений. Ликвидировать будут природные пожары, поджоги травы и сухостоя. Наталья Юрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.